Это не формальность, а обязательные правила во всех УИКах. Мерить избирателям температуру, давать при входе маски и перчатки. Избирательный участок номер 801 в сельском поселении Троицкое открыл свои двери в 8 утра. За это время успели проголосовать несколько жителей села и сами члены УИКа. Хасан Балаев – наблюдатель на этом участке. Он знает, насколько важны и значимы эти поправки для жителей страны. Поэтому начал свой день с голосования. В этих поправках обновления очень много приоритетных, самых нужных поправок внесли законодатели. Скажу так, самым главным, я считаю, приоритетом, при любых случаях, при любом кризисе, там написано, что обязательства, взятые государством, они будут исполнены в любых случаях. А это самое важное для простого гражданина, для простых людей. Более того, я скажу так, для этих чиновников, государственным служащим, чтобы они не имели двойного гражданства, чтобы они не имели за рубежом счета, чтобы они прямо уже обернулись и прямо были диалоги с простыми людьми, с простыми гражданами. Это уже придает патриотизм, проявление ответственности своему народу. Всего на этом участке 2600 избирателей. Правда, не все смогут прийти сюда. Кто-то уже в возрасте, у других состояние здоровья не позволяет. Именно к таким людям сегодня и отправились домой члены избирательной комиссии. Обязательное правило – соблюдение социальной дистанции. Таким избирателям в пакете вместе с бланками дают одноразовую ручку, маску и перчатки. Хасинат Ханиевой 86 лет. Прийти на избирательный участок она не смогла бы. Бабушка уверена, все, что делается во благо народа, необходимо поддержать. Поэтому она отдает свой голос за поправки в Конституцию России. Аюбу Хашиеву 92 года. Дедушка прекрасно помнит времена, когда им пришлось очень нелегко, нуждались практически во всем. По его словам, сегодня мы живем в мирной стране, где многое делается для развития человека, его становления и защиты прав. Поэтому его ответ однозначен. Одобряю те изменения в Конституцию Российской Федерации. Да, я хас. Муса Гаракоев находится дома на самоизоляции, поэтому прийти на участок самому не представлялось возможным, а выполнить свой гражданский долг хотелось с первого же дня голосования. Потому он и попросил члена УИКа прийти к нему домой. По его словам, эти поправки самое важное, что могло случиться за последние годы в нашей стране. От этих выборов я ожидаю изменений в лучшую сторону во всех сферах. Всего в сельском поселении Троицкое свыше 7,5 тысяч избирателей. Для них открыты 3 избирательных участка, каждый из которых оснащен всем необходимым для удобств и безопасности желающих проголосовать. В Семисунском районе всего 17 избирательных участков. На день голосования сегодня 8 часов все участки были в полном готовности о приеме избирателей на голосование. Всего 25 150 избирателей на территории района. Все участки оснащены всеми необходимыми материалами, которые для проведения выборов. И заявления уже приняты, и они сегодня сейчас 10 часов начинают вне помещения начинают свою работу голосования. Как отмечают члены УИКа, работать они будут вплоть до 1 июля с 8 утра и до 8 вечера. Светлана Томова, Магомед Белакиев. Новости 24.